Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников, и со мной вместе в студии Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шижире». Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте еще раз скажем, почему именно мы говорим род, а не говорим племя или как-нибудь по-другому. Дело в том, что если мы будем углубляться в дефиниции, что такое род, что такое племя, мы, в общем-то, скатимся опять к той же дискуссии, которая происходила в XIX веке. Вот то, что было, допустим, у того же Моргана, и потом на основе Моргана уже Энгельс написал свою знаменитую работу «Происхождение частной семьи, частной собственности капитала». И государства. И государство, да, семья, потом, группа семей – это род, группа родов – это племя, и несколько племен – это уже народ. Это, конечно, уже применительно к нашему определению рода это уже не подходит, поэтому, в общем-то, мы такое неопределенное название, термин «род». Волосная... Мы не в марксистской терминологии. Это очень важно. Да, потому что, на самом деле, есть люди, как раз, которые критикуют нас за то, что мы используем именно такой термин. Мы его используем только потому, что он устоялся. Мы ни в коем случае здесь не говорим о том, что мы претендуем, что правильно только так. Согласен. И дело в том, что в современной уже исторической литературе, чтобы отойти, в общем-то, от этого слова «род», широко используется такой термин, как клан. То есть можно говорить клан, можно говорить род, можно говорить волость, но это особенность устройства башкирского общества, что была, скажем, такая структура горизонтально интегрированных родов, или кланов, или властей, которые, собственно, и составляли народ. У каждого клана была своя волостная территория, на которой они имели вотчинное право и так далее, и так далее, и так далее. И еще раз давайте подчеркнем, что когда мы говорим слово «род», мы имеем в виду территориальную, в первую очередь, и не только территориально в первую очередь, но дело в том, что в основе все-таки там лежал этнический признак. Многие роды, они представляли до вхождения в башкирский народ, в общем-то, какие-то автономные, и самостоятельные этнические образования. Племенные какие-то. Да. Сегодня мы говорим о племени, племени Минг. Мы говорим по-башкирски, это «м» звучит в конце такое, сонорное «н». Да, сонорное «н». В русской литературе пишут «мин», в последнее время стало писаться «минг». Я, в общем-то, за это последнее название, поэтому, в общем, племя Минг. Или род Минг, или клан Минг. Давайте сразу тогда обозначим, что означает этот этноним. Переводит его как «тысяча». Откуда это взялось? Видимо, в древности это было, возможно, опять же, только предположение. Это была какая-то войсковая единица. Это было так очень часто, когда какие-то войсковые единицы или, скажем, какие-то социальные термины постепенно трансформировались в этнонимы. Допустим, есть башкирское племя Мурзалар, это переводится как князья. Там есть Дуван, башкирский род Дуван, о котором мы еще будем говорить. Дуванить у казаков, делить добычу. Дуван – это был человек, который занимался какой-то распорядительной деятельностью и так далее, и так далее. Род Тархан. В общем, много примеров можно приводить. Но «тысяча» нас отсылает, по крайней мере, тех, кто учил историю по советским учебникам еще, я не знаю, как сейчас, но мы всегда говорили, это войско Чингисхана, которое состояло из десятков, сотен, тысяч и так далее. Это как-то связано с тем делением или нет? Нет, минги уже существовали до Чингисхана, потому что это мы можем уже точно сказать. До них существовали. Есть на Алтае племя Мингат, было когда-то. Есть такое предположение, что, возможно, минги это и есть Мингат, а слово Мингат это просто то же слово Минг, только во множественном числе монгольского языка стоит. Если это убрать этот суффикс множественности, то тогда получаем Минга. Возможно, это какое-то такое в древности было алтайское племя, но оно в средние века, в общем, приобрело огромное такое, даже привилегированное значение в государствах чингизидов, в частности, в Улусе Джучи. Это минги играли выдающуюся роль. Давайте сразу отметим, что такие названия, как, например, «тысяча», или что-нибудь такое, мы часто такие вещи вообще замечали уже в этой программе, но, наверное, стоит об этом еще рассказать, так как тюркские языки, во-первых, похожи между собой, во-вторых, такие названия были распространены, похожие названия у разных народов, у разных тоже родов, племен и так далее, есть до сих пор, и у узбеков, и других народов Средней Азии, естественно, такое название очень распространено. Было, да. У казахов, допустим, мингов нету. У узбеков были минги. Допустим, всем известно, когда в Средней Азии чингизиды утратили власть, возникло, несколько в Средней Азии, на территории современного Узбекистана и Таджикистана ханств, которые возглавляли уже не чингизиды, а представители местных династий. Хивинское, Бухарское и Каканское ханство. Так Каканское ханство управляло династией из Мингской династии. То есть минги, это было Каканское ханство, это было их. В Бухаре, правили мангыты, племя Мангыт, в Хиве племя Кунград.
Вот это все уже начиная где-то с 18 века, когда чингизиды были везде сметены. Кунград особенное название, мои предки оттуда. Вот это и есть, вот это и племя Кунград. Оно было и у башкир, это племя в Заурале, на территории Челябинской области было, но потом они потеряли земли, и сейчас это племя исчезло. Ну, давайте немножко, может... территории. Вот именно, да. Территория этого племени огромная, начиная там от центрального Башкортостана и, значит, далее на юго-запад. То есть, вот территория Уфы, где вот сейчас Уфа стоит современная, это все территория мингов была, Иглинский район, значит, Уфимский район, Чешминский район, Давлекановский, Мейкинский, Аургазинский, и вот так все до Бишбулякского района, это уже на границе с Оренбургской областью, юго-западная окраина нашей республики. И, значит, на территории Татарстана они еще живут, представители этого рода, это в Сармановском и Тукаевском районе Татарстана живут. В общем, если касаться истории, то... Они сохранили шежире или нет? У них шежире, одно из самых шикарных шежире у мингов сохранилось, где, в общем-то, отражена, в общем-то, их там легендарная и уже реальная история. Есть бухарский историк Махмуд ибн Вали, вот когда он перечислял войска, из каких улусов или аймаков или кланов состояло войско Бату-хана, и там перечисляется племя Минг. То есть мы уже из этого... Это какие годы? Какой век хотя бы? Бухарский историк 16 века. 16. Махмуд ибн Вали писал, в общем-то, он уже основывался на каких-то более ранних источниках. То есть мы можем сказать, что минги участвовали во всех завоевательных походах Бату-хана. Потом они приобрели очень большое значение в Чагатайском улусе. Вот как раз башкирские минги, они выходцы вот из Чагатайского улуса. То есть Монгольская империя была поделена между сыновьями Чингисхана. Вот западную часть он отдал сыну Джучи, своему старшему сыну Джучи, а Среднюю Азию отдал Чагатай. И вот как бы Чагатайский улус, территории Средней Азии, вот там, значит, и находились эти минги, но потом вот в период, предшествующий возвышению Тамерлана, начались там какие-то раздоры, часть мингов ушла с территории Средней Азии в Башкортостан и интегрировался в состав башкир. То есть он в 16 веке писал о прошедшем. Он о прошедших, да, он о 13 веке писал. О 13 веке писал, это важно. Да, потому что если они находились здесь, да, на территории современной Уфы в 16 веке, значит, это говорит о том, что они были одним из тех родов, который очень сильно взаимодействовал, хотел этого или не хотел, с как раз теми, кто сюда пришел Уфу основывать. Да, естественно. Вот. Но сейчас я договорю все-таки тот период. Значит, где-то в 14 веке минги переселяются в Башкортостан, поскольку они в Орде были одной из привилегированных племен, и они взяли самую-самую, значит, лучшую территорию в плане там, яйлажного или просто скотоводства. Да. Это долина реки Дема, недаром башкир племени Минг. Заливные луга. Да, мингов недаром называют демскими башкирами. Они по всему течению Демы заняли самые-самые вот эти лучшие территории, они самые удобные были для скотоводства, долину Рушака и так далее. Вот они заняли, и вот как бы территорию исторического центра Башкортостана, вот Уфа, да, то есть тогда еще Уфы не было, но до этого какой там политический центр был, там была и Ногайская ставка, до них, говорят, было статционарное поселение, ну ладно, мы не будем в это углубляться. Да, мы не будем в это углубляться, мы просто скажем, что действительно здесь определенный микроклимат, из-за того, что здесь хребтами и реками образованы такие луга, которые для елажного скотоводства очень подходили. И потом минги вплоть до 19 или 18 века, в общем-то, судились с уфимскими дворянами по поводу владения озера Кашкадан, который сейчас у нас в Сипайлово. В общем-то, они считали всю эту территорию, они так описали. Говорят, Уфа, говорит, на нашей земле стоит. Почему вы, значит, отняли вот это? То, что Уфа построена, это они не претендовали на место Уфы, а вот в окрестностях они оспаривали владение по некоторым озерам и некоторым угодьям. Наверное, вообще стоит сказать о том, что в 19 веке с землями происходили очень серьезные преобразования, мягко говоря. На самом деле огромные жульнические операции, потому что при переходе из одного подчинения губернского в другое губернское подчинение, там чиновники, конечно, постарались нахимичить для себя, потому что когда образовалась Уфимская губерния, отходя от Оренбургской губернии, за 7 лет до этого чиновники, которые узнали уже о том, что такое произойдет, они начали распределять себе, своим знакомым, людям, которым заплатили деньги здесь, на территории будущей Уфимской губернии, и потом, даже, в общем, на самом высоком уровне, это было признано, да, в Петербурге это было признано, и огромное количество этих земель заново перерассматривались и отбирались у тех дворян, которым это было выдано. Да, там было, в общем, большие тяжбы шли. Но я бы хотел сейчас сказать вот о той группе мингов, которые живут на территории Татарстана, как они, значит, там оказались. Это та группа, как раз в предыдущих программах мы говорили, что в XVI веке уже в слабеющем Казанском ханстве пришла к власти воинственная крымская
династии Гиреев, и им нужны были воины, и вот они стали активно привлекать, в общем, башкир на свою службу, поскольку местное население, оно было оседлым, оно не могло поставить достаточное количество, скажем, квалифицированных конных воинов. Да, всадников. Да, всадников, вот. И, в общем-то, вот такое было привлечение. И многие роды башкирские, там, зауральские, Бурзян, Тангаур, Кипчак и так далее, переселяются на запад Башкирии, по реку, сейчас пограничная река Ик, которая как раз протекает по границе между Республикой Татарстан и Башкортостан. Вот они там селятся, башкирский Тархан, и вот туда же переселяется подразделение племени Минг, там, Сарайли Минг, туда переселяется, в общем, там остаются, но при этом они не утрачивают свои вотчинные земли здесь, в долине Демы. И потом, когда уже в XVIII веке многие там решили возвратиться на родину, а земли их оказались занятыми, значит, их сородичами из подразделений Каракули и Минг. Заняли это как раз вот район современного города Давлеканово, как раз на их земле стоит. И, вот, в общем-то, им ничего не оставалось делать, как стать припущенниками у своих же сородичей, но уже там на территории гораздо юго-западнее, на территории современного Бишбулякского района. И вот там, значит, они осели. Но вернулись не все, часть там осталась. Часть осталась, вот, часть осталась, но они пребывали там несколько веков за рекой Ик в непосредственном контакте, значит, с казанскими татарами. Это сильно повлияло на их язык. Ну, вот я смотрю на то, что было записано в XVIII веке Петром Рычковым, да, который очень много писал и об Башкирии в том числе. Он подразделял башкирских мингов на 12 аймаков, и среди них как раз Сарайли Минг. Да? Меня здесь заинтересовал этот этноним Сарайли. Сарай – это ведь дворец. Да. Почему у них шикарное шежере у них есть. Оно сейчас хранится как раз у одного краеведа в Сарманском районе Татарстана, где они, значит, показывают, что почему Сарай, якобы по преданию, они несли службу военную в городе Сарайчик. Не в Сарае, а в Сарайчике. Я понял, в Сарайчике, это внизу Яйка, вот они так и пишут. А у них родоначальник Урдач-бей. Это на территории современного Казахстана. Да. И вот якобы они там, значит, несли сторожевую службу, и поэтому их прозвали Сарайли или Сарайли. Сараевцы, короче, вот так. По их шежере. Я просто еще отмечу, что среди аймаков есть и Икминг, ну, то есть как раз, видимо, по реке Ик. Да, и которые выехали на службу казанским ханам. Сейчас от них ничего не осталось, от этого аймака Икминг. Вот, а Сарайли Минг остался частично на территории Башкортостана, и там несколько деревень осталось вот в Сармановском, Тукаевском районе Татарстана. Потом в советское время, поскольку у них язык стал отличаться от, собственно, мингов, да, там было введено обучение на татарском языке, и вот у них тоже как бы такая деформация национального сознания произошла. Вот многие сейчас больше себя ассоциируют с татарским этносом, нежели с башкирским. Вот именно Сарайли Вообще, Минги. да, мы много раз говорили о том, что такое нация, и что такое понятие, в принципе, появилось в 19 веке только, да, и то в мировой науке-то, а не у людей. А люди, наверное, ближе к 20 веку пришли. Тогда, наверное, когда мы говорим о расселении, в общем, мало кого интересовало, кто какой-то... Главное была принадлежность к религии. Люди друг друга идентифицировали в первую очередь по религиозному признаку. У башкир немножко сложнее было. Все-таки, поскольку у нас была кланово-властная система, на первом плане стоял, принадлежишь ты корпорации вотчинников. Абсолютно, да. Корпорация вотчинников, вот ты наш, значит, вотчинник такой же, значит, или не вотчик, а потом уже все остальное. Да. Вот мы когда сейчас ставим эти вопросы, надо понимать, что тогда эти вопросы как раз мало кого волновали. Я еще хотел сказать, что вот эта территория, вот это, где они расположились, реки Демы, долины Демы, она все-таки какая-то была, может быть, это громко будет звучать, какую-то сакральность в себе несла или нет, но факт остается фактом, что именно в долине Демы мы имеем вот эти самые, так сказать, главные святыни, да, Мавзолей Хусейнбека, одного из имамов, древних имамов Башкирии, проповедников имама, при котором здесь распространился суфийский тарикат Исавии, это вот в Чешминском районе, значит. Тут же в долине Демы находится мавзолей Турахана, да, то есть это одного из сибирских чингизидов, который, в общем-то, здесь жил в Башкирии и как раз в период существования Ногайской Орды. Вот сейчас у нас есть комплекс мемориальный на горе Нарыстау, где по преданию похоронены сахабы, 3 сахаба. Это сподвижники пророка Мухаммеда, которые явились сюда якобы в VII веке для проповеди ислама. Но так ли это или нет, то есть это легенда. Легенда, это говорит о том, что это все находится вот это все в долине Демы. В долине да. Демы, то есть из чего? И, соответственно, Уфа тоже, это же долина Демы. Дема как раз вот под монументом мы видим ее устье. Вот это все была вот территория, то есть каким-то политическим и религиозным центром вот она в прошлом однозначно была. Вот. Давайте, наверное, перейдем к вопросу, как они присоединялись. Вопрос присоединения – это краеугольный камень вообще башкирской истории. И основание Уфы. Да, то есть, как это было там, вот, читаешь иногда сайты соседней республики, там, политизированных товарищей, вот, присоединились добровольно, там, вот, вы предатели и так далее. Но такое однобокое. Вот Казань была взята, а Башкирия добровольно присоединилась. Но процесс присоединения мы, может, когда-нибудь
отдельно поговорим на эту тему. Он очень был сложным. Мы знаем, что большая часть Башкирии входила в состав Ногайской Орды. Ногайская Орда, ею правили не чингизиды, а представители просто такой же княжеской династии, в общем-то, как, собственно, и все башкирские беи. Просто они были, так скажем, покруче, да. И когда Едигеевич, потомок Едигея Исмаил, князь в 1557 году принял русское подданство, или шартовал, как говорят, дал присягу Ивану Грозному, фактически это было признано, что вся Ногайская Башкирия автоматом вошла в состав Ногайского, значит, княжества. Ну, северо-западные башкиры не согласились подчиняться Ногаям, стали сепаратами присоединяться к русскому государству. А что касается Ногайской Башкирии, а в Ногайской Башкирии ведущую роль играли, помимо ногайцев, племя Минг, вот они, в общем-то, все до конца, в общем-то, находились. И когда уже, значит, ногайцев в начале 17 века уже погнали калмыки отсюда, ослабевших ногайцев значительно, вот минги начали думать, вот как им быть. Все-таки нужно отметить, что такое калмыки. Не знаю, назывались ли они тогда уже калмыками, но вообще это потомки джунгар. Джунгар, да. Которые из Китая, да, через Казахстан. Это Западная Монголия, так скажем. Вот, Западная Монголия, Джунгария. И вот. Китай современный все-таки, да, это граница как раз, вот горная граница между Казахстаном и Китаем. Ну, да, это сейчас Китай. Да. Вот, а тогда это тогда просто Монголия, это Западный понятно, край да. там, и так далее. Да. Значит, джунгары – это западные монголы, себя они айратами называли, джунгар – это позднейшие тоже, изначально айратами себя называли, да, Дурбен айрат, 4 айрата, 4 айратских племени. И вот часть этих айратов в начале 17 века перекочевала на Волгу. Там внутри, по причине своих каких-то внутри монгольских междоусобиц, перешла сюда, огромной ордой 300 тысяч человек, и вот они шли, и вот они сбили нагаев и захватили всю территорию Ногайской Орды. И тут перед мингами стала такая большая трудная дилемма. Либо уйти вместе, значит, с нагайцами на запад, на Кубань и так далее, к пределам Крымского ханства, либо остаться. И вот в Шижире написано, что вот после долгих раздумий большинство осталось, но часть все-таки ушла. Часть все-таки ушла. Я думаю, что вот то подразделение минг, которое в составе современных нагайцев, это как раз часть этих откочевавших башкир. Это возможно, действительно так, да. А возвращаясь опять же к вопросу присоединения, когда был подписан договор? Да, это самый известный, у них даже сохранилась, значит, копия раздельного письма, которое является копией более раннего раздельного письма, письмо Алексея Михайловича, где, значит, распределяет между всеми 12 аймаками мингов их территории. Алексей Михайлович письмо это сохранилось, копия Шижире сохранилась. И вот в начале 17 века Канзафар бей, одна из знаковых фигур истории, родовой истории мингов, заключил соглашение с царским правительством. Произошло в начале 17 века вхождение всей этой территории. Основание Уфы, как оно повлияло на мингов? Они как-то это... Нет, основание Уфы это было, в общем-то, консенсусное решение всего башкирского народа на месте старой Ногайской ставки. А Ногайская ставка, в свою очередь, тоже на каком-то старом политическом центре, значит, находилась. И вот эту землю под Уфу, я думаю, что с согласия всего башкирского народа, и, в общем-то, поделились, и минги спокойно отдали. То есть, тут претензий-то не было к самой территории. А именно просто шла потом тяжба, что потом уже дворяне там под свои поместья, там некоторые угодья там прихватизировали. Вот и все. Я понял. Давайте вот какие-то основные вехи буквально в 3 минуты по поводу того, что с мингами происходило во второй половине 19 и в 20 веке. Ну, с мингами что происходило? Ну, так же, как, собственно, и с другими представителями других башкирских родов. Это, в общем-то, крупное племя. Они также были участниками восстания и так далее, и так далее. Участвовали они и активно в войнах, которые вела Россия. Прославились во время, значит, Отечественной войны 12 года. Вот так, как раз Каюп Аипов, как раз вот он и был одним из первых башкир, который получил дворянский чин, награду, значит, орден там Святой Анны. Потом вот из племени минг происходит, так скажем, Пушкин башкирской литературы, да, если так можно сказать, Акмулла, поэт Акмулла, допустим. Потом из других таких знаковых фигур все знают Красного Пашу Карима Хакимова, да, который был первым послом Советской России, значит, в Саудовской Аравии, вообще на Востоке. Красный Паша Карим Хакимов тоже был как раз вот из сарайли мингов он был. Ну, если вот перечислять всех мингов... То есть, очень большое. Это огромное племя, там, вы знаете, это отдельной передачей, можно бесконечно об этом говорить. Просто хотелось сказать, что у них был, в общем-то, свой демский диалект башкирского языка. Вот они на «th» говорили все. Фин, блясингма и так далее, все фэкающее. Вот, но сейчас он утрачивается, этот диалект. Они сейчас в основной массе говорят уже на литературном башкирском языке. Я напомню, это был Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации Шижире, автор как раз многотомника об истории башкирских родов. До свидания. До свидания.